Доктор Ульшашевна, сиз эми массалык маалымат каражаттарын окусаңыздар керек. Мен жакында 67-чи мектеп жөнүндө сөз кылдым элем. Бишкек шаарынын чак ортосунда Советская Бакамбаева көчөсүндө жайгашкан. Айтып берсеңиздер. Бул боюнча толук маалыматым бар, анан вице-мэр Виктория жооп берип койсо жакшы болот. Виктория Андреевна, давайте. По данной школе ведутся сейчас работы с правоохранительными органами, так как 11 кабинетов данной школы были переданы в частную собственность еще в 1993 году фондом, государственным агентством по управлению государственным имуществом. И все эти годы вы об этом знали и сидели, как бы на это смотрели, что кто-то на этом зарабатывает? Причем вы же знаете, что там вместимость, в 3 смены учатся дети, 3000 детей, а первый этаж практически весь занят. А куда смотрели все это время ГКМБ, прокуратура, департамент образования, мэрия, куда вы смотрели? Вопрос правоохранительных органов неоднократно поднимался, этот вопрос обсуждался, но все документы были проведены в соответствии с действующим законодательством на тот период. И Виктория Андреевна, я вас прерву, я очень, конечно, извиняюсь. У нас сейчас сносят дома у тех, у кого красные, ну, якобы красные линии, это еще надо в зависимости от того, какой период там эта карта рассматривается, да. У кого красные книги сносятся дома. То есть здесь правоохранитель не обращает внимания. А тут они, когда касается социальных объектов, почему-то на это глаза в центре города закрывают. Вас это не смущало? Кто там такой неприкосновенный сидит? Есть ли фамилия? Давайте мы озвучим. Вы знаете, кто владеет сейчас на этот период? Хозяин этого первого этажа? Сейчас находится образовательный центр «Нова», но до этого от первого, который в частную собственность получил это имущество, уже неоднократно было перепродано это имущество. И мэрия ничего не может сделать, да? Мы можем работать только в рамках действующего законодательства, и сейчас эта работа ведется. Нам предлагалось выкупить, но они слишком завышенную стоимость 2 года назад выставляли. Хорошо, Виктория Андреевна, я разговаривала с руководством городского ГКНБ. Они мне по телефону сообщают так, что якобы они до этого 8 муниципальных садиков, мэрии передали 8 муниципальных садиков, и якобы у мэрии нет средств освоить эти муниципальные садики, нет денег, поэтому такой странный был в мой адрес вопрос. А зачем вообще, говорит, им передавать тогда, если у них нету денег? А это, говорит, частники владеют. Я так понимаю, там у кого-то такая мохнатая хорошая рука, что они все эти 30 лет закрывают эти проверки. Ну, мы все знаем, как это все решается. Видимо, какие-то интересы там есть, каких-то определенных лиц. И все это надо выявлять и разбираться. И если вы 8 садиков вам вернула ГКМБ, и вы их в использование не передаете, естественно, они такие вопросы будут задавать. Эльвира Джергалбековна, ранее садики, которые были переданы в муниципальную собственность, все были восстановлены и работают. На данный момент они работают, да? Вот, к примеру, Восток-5 Баластан садик был за лето приведен в соответствие в прошлом году. В этом году были на днях переданы садики, они уже включены в титульный список строек, уже объявляются тендеры на ремонт и приведение соответствия. К новому учебному году они будут введены в эксплуатацию как дошкольное образовательное учреждение. То есть, получается, мне глава ГКНБ города Бишкек соврал по телефону? Я не знаю, о чем вы говорили. Есть информация о том, что те садики в этом году, которые переданы 5 садиков, по линии ГКНБ, они все включены в титульный список. Не 8-5? На сегодняшний день было передано 5 садиков по линии ГКНБ, 1 по линии прокуратуры. И все они работают, все хорошо там? Они включены в титульный список строек для того, чтобы в летний период сейчас провести ремонт и с нового учебного года уже запустить как дошкольное образовательное учреждение. Буквально на прошлой сессии депутаты городского Кенеша дали согласие на принятие муниципальной собственности. Доктор Ульшашевна, мындайда биз деген 3 сменада окуп атабыз деп депутаттар силерге толтура суроо берип күнөөлөп атат сиздерди, туурабы? Тигини чечпейсиңер, толтура маселе. В 3 смены перегружено, кадровый кризис у нас, того не хватает, этого не хватает. У меня тоже целый перечень, я как бы чунатам, да, о чем идет речь. Но если мы элементарно, мы в центре города целый этаж отдали частникам, и ни ГКНБ, ни прокуратура, ни мэрия не может это решить, это вообще нонсенс. Булан Самбекович, в 21 веке у нас ГКНБ ломает зубы о какого-то частника. При этом целые бизнесы переходят к государству. И там сколько людей без работы остаются. Тогда, значит, на это ГКМБ закрывает глаза. А тут социальные объекты, это, значит, у прокуратуры и правоохранителей выборочное отношение. Вот этот вопрос, доктор Ульшашевна, вы обязаны решить. ГКМБ өкілі бар ол жерде? Шақырылған болуш керек, аппарат. Шақырылған жоқ беле?
Республика Райым боюнча жооп берип 257 бала бакча кайтарылды. Бүгүнкү күндө 211 иштеп жатат.